1944 год остается одним из чернейших эпизодов советской истории, символизирующим страдания и утраты, которые народы Кавказа пережили в то непростое время. И сегодня собравшиеся в зале вспоминали эту дорогу длиною в 13 лет. Операция, готовившаяся в тайне и получившая кодовое название «Чечевица», была одной из крупнейших депортаций по этническому признаку в истории Советского Союза. Депортация привела к огромным человеческим потерям, страданиям и горю. Многие жители погибли от голода, болезней и изнурительной работы в ссылке. 134 138 человек имеется в виду. Эта цифра тоже не взята с потолка. Она имеется в справке из Государственного архива Российской Федерации. Их насильно заставили покинуть свои дома и вмиг попрощаться с прежней жизнью. Ингуши были массово переселены в Среднюю Азию, в основном Казахстан и Киргизию. Часть попала в Сибирь. Эта история на сегодня коснулась каждого жителя региона. Бабушка Ислама Картоева была еще ребенком, когда увидела весь этот ужас воочию. Она на тот момент была еще маленькой, ей было где-то 4-5 примерно лет. Она отчетливо помнит как ее завели в холодный вагон, где была куча людей, беременные женщины, много стариков, которые не понимали, куда они едут, зачем они едут, зачем их выслали. Этому страшному времени посвящено много книг, изданий, статей и не только. Среди гостей, пришедших сегодня почтить память тех, кто не вернулся, писатель-журналист Ильяс Матеев, который написал рассказ на основе более 500 историй очевидцев трагедии 1944 года. У меня есть рассказ «Боку Юхер» называется. То есть в этом рассказе я говорю о том, как ингуши выживали. То есть одна семья выживала в годы депортации, и кого они потеряли, и через что им пришлось пройти, и как они там себя как-то сохраняли свою семью, и как они вернулись, и как им пришлось заново начинать свою жизнь. Знать историю, которую унесла тысячи невинных жизней, оставила детей без родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек, должен знать каждый житель Ингушетии. Со слов своей бабушки, она мне рассказывала, что ради какого-то маленького зернышка очень много молодых людей погибало в Казахстане из-за холода. И хотелось бы, чтобы наша молодежь такое не забывала. В 1957 году эта трагическая история была признана советским правительством как незаконная, и ингушам было разрешено вернуться на родные земли. Жаль, что до реабилитирования дожили не все. Мадина Цоро, Султан Магушков, Магаз, 24.